Добрый день, вы смотрите передачу «Акцент». В студии работает журналист Таневера Акимова. Сегодня у нас в гостях главный специалист отдела трудовой миграции Государственного комитета занятости населения Яна Алексеевна Попова. Сегодня мы поговорим о трудовой миграции иностранных граждан. Яна Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Попова Яна Алексеевна родилась в Устьянском районе, окончила педагогический институт Якутского государственного университета имени Максима Кировича Амосова, работала в Центре занятости города Якутска. С 2014 года работает главным специалистом отдела трудовой миграции Государственного комитета занятости населения. Как всем известно, в прошлом году был принят указ Илдархана о запрете привлечения иностранных граждан в сфере торговли, сельского хозяйства и так далее. Расскажите подробнее об этом указе. Действительно, указом главы на 2018 год введены ограничения на привлечение иностранных граждан, работающих по патенту. Ограничения по тем видам деятельности введены, где имеется высокая потребность среди безработных граждан нашей республики. Это в торговле, в сфере обслуживания, в предприятиях общественного питания, в гостиничной деятельности, на транспорте. Кроме этого, запрет позволит трудоустроить местные кадры в добывающей и обрабатывающей отраслях. Еще что я хотела бы отметить, что введение данного ограничения защищает рынок труда. Мы прогнозируем, что по итогам года высвободится около 2000 рабочих мест в пользу граждан, в пользу жителей республики. В этом году указ расширен, да? Да, как я уже об этом сказала, указ расширен, да. Но мне хотелось бы отметить, что указ распространяется на тех граждан, которые прибыли в Российскую Федерацию в безвизовом порядке из стран ближнего зарубежья. Это касается граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана. По итогам 2017 года численность иностранных граждан, которые получили патент, это около 6000 человек. Ну и большинство оформили это граждане Узбекистана и Таджикистана. Необходимо отметить, что данный указ не касается иностранных граждан, прибывших в безвизовом порядке из стран партнеров Евразийского экономического союза. А к ним у нас относятся это Республика Армения, Казахстан, Киргизия, Белоруссия. Тогда у них ограничений нету, да? Ограничения нет, они у нас приезжают к нам в безвизовом порядке и трудоустраиваются как россияне. Ну, что я здесь хотела бы отметить, в любом случае они у нас остаются иностранными гражданами, поэтому работодатели при приеме на работу данных граждан обязаны уведомить Министерство внутренних дел о том, что они приняли их на работу. А в случае несоблюдения указа юридическим лицам грозит ли штраф? Да, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях, несоблюдение установленного запрета для граждан грозит наложением штрафа от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 45 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 800 тысяч до 1 миллиона рублей или при остановлении деятельности от 14 до 90 суток. Яна Алексеевна, вы сказали, что в прошлом году было оформлено около 6000 патентов. А сколько стоит патент в нашей республике? Так, патент у нас стоил в прошлом году 8762 рубля. В этом году он у нас установлен в размере 9102 рублей. А по сравнению вот с другими регионами, это высокий показатель или низкий? Да, это самая наибольшая стоимость патента. Хорошо. Спасибо. Так, а по сравнению тоже вот с другими регионами снижаются ли объемы квотирования иностранных граждан? Объемы квотирования, да, конечно, снижаются, и мы постоянно мониторим. Например, у нас снижение, вот если мы возьмем за последние 3 года, в 2015 году у нас квота на привлечение иностранных граждан, пребывающих в визовом порядке, да, это стран дальнего зарубежья, составила 1145 разрешений на работу, в 2016 это 944, а в 2017 вообще квота у нас 331 разрешение на работу. И сейчас у нас по состоянию на текущую дату квота приказа Министерства труда Российской Федерации установлена в размере 221 разрешения на работу.
Понятно. А как осуществляется межведомственный контроль за исполнением этого указа? Это функции, полномочия только Министерства внутренних дел. Мы не имеем права приезжать и проверять. Мы только можем совместно проводить рейды, да, совместно с Министерством внутренних дел. Самостоятельно мы это делать не можем. Потому что полномочия по контролю за исполнением данного указа возложены на Министерство внутренних дел Российской Федерации. Яна Алексеевна, а в каких сферах в основном задействованы мигранты? Так, но по итогам 2017 года, по сведениям Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия уведомили о приеме на работу 17 тысяч иностранных граждан. И подавляющее большинство, конечно же, у нас трудоустраиваются в строительстве, в торговле, в добывающей отрасли, в обрабатывающих производствах, в гостиницах, а также в предприятиях общественного питания. Яна Алексеевна, спасибо за беседу. Это была программа «Акцент». До новых встреч!